Всем привет из Сербии! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Так как сейчас пост, сегодня я решила приготовить простой крестьянский обед вот этого хека. Делать я его буду в пароварке вместе с овощами. Сейчас я его почищу, нарежу, посолю, поперчу, замариную, потом продолжу. Пока рыбка будет мариноваться, я помою овощи и вот эту вот цветную капусту разделю на соцветия. Сегодня у меня только морковка и вот эта цветная капуста. Ну вот, мои хорошие, овощи вымыты, разрезаны. Рыбка промариновалась. И сейчас я это все буду собирать вот в такие круги, в мантоварку. Рожденные в СССР, а кто из Средней Азии, они очень хорошо знают, что это такое. А я, когда привозила эту мантоварку сюда, в Сербию, таможенники немножко смотрели на меня с удивлением. Ну, а я сама себе думала, смотрите сколько хотите. А ведь моей мантоварке цены нет. Вот так, моя винтажная мантоварочка. Ей уже 40 лет, наверное, если не больше. Ну все, приступлю. Первый ряд у меня будет рыба, чтобы, когда она будет это париться, чтобы, ну, сок не капал на овощи. Так что первый ряд я сделаю рыбку. Первый и второй. И еще на 2 круга распределю овощи. Сначала морковку. Так, это придется поломать. И цветную капусту. Вообще на пару готовить очень полезно. Остаются все витамины в овощах. Да и вообще не вредно для здоровья. Ну все, отправляю, значит, все это минут на 40. Сверху немножко побрызгаю солью. Закрою крышкой. И пусть варится. И пока будет париться рыба с овощами, я вам покажу 2 гаджета, которые я вчера купила у китайцев. Ну вот первый, это, как видите, у меня здесь киви. И я хочу испробовать вот такой гаджет для киви. Сейчас мы его откроем.
значит, для очистки киви. И второй, вот такая ложечка. Так, здесь без ножа не обойтись. Вот такая двухсторонняя ложечка. Здесь с дырочками. Это для компота, чтобы когда вынимать ягодки, сок стекал. И вот с этой стороны вилочка. Я так предполагаю, для корнишонов, для оливок. Вот такая функциональная ложечка. Ну и вот такая скалочка маленькая. Раскатывать пельмешки или вареники. Так, ну что, давайте попробуем, как вот это работает. Судя по картинке, это надо разрезать пополам. И вот таким образом выдавливать. И оно автоматически делится на 4 части. Видите, на 4 части сразу. Удобная вещь, но надо привыкнуть только. И киви немножко должен быть зеленоватый, перезрелый. Да, удобно очень. Так, ну еще один остался. Да, хорошая вещь. Быстро, удобно. Вот. Готов киви к употреблению. Итак, овощи пропарились. Выложу на тарелочку. Рыбка тоже готова. Посмотрите, какая. Ох, сварилась, пропарилась. Так, это я потом все разделю.
Овощи присыплю немножко укропом. У меня замороженный. Ну вот эту вилочку я употреблю сейчас для оливок. Так. И кусочек ржаного хлеба. И мой крестьянский обед готов. Как вы думаете, это мало для одного человека? Я думаю, что нет. Потому что Бог сказал: ешь столько, сколько поместится на ладошку. А здесь посмотрите сколько. Тут и на 2 человека. Ну ладно, слава Богу. Спасибо вам всем, что были со мной. Благодарю всех за внимание. Всем пока.